Здравствуйте, наш уважаемый юный зритель! Я очень рада, что вы находитесь по ту сторону экрана и слушаете наши замечательные сказки. Я тоже приготовила вам одну очень интересную таджикскую народную сказку, которая называется «Кукурузинка». Жила-была одна кукурузинка. Она вместе с другими кукурузинками находилась в мешке и ждала весны. Она была такая мечтательная. А знаете, о чем она мечтала? Вот высадят меня в чисто поле, прорасту я высоким стеблем и буду дышать. Буду дышать и наслаждаться ветром, солнцем. Вот такие вот у нее были мысли. Однажды их просто-напросто взяли и высыпали в раскаленный котел. От этого они стали поджариваться и лопаться. Наша кукурузинка очень сильно забеспокоилась. Ей было некомфортно. Она поняла, что она погибнуть может. Собравшись со всеми силами, выпрыгнула из котла и упала рядом с очагом. Но она была довольна, что она выжила. Собравшись с последними силами, она хотела было собраться в путь, но кто-то вдруг ее окликнул. «Кукурузинка! Кукурузинка!» Она обернулась, смотрит, а там уголек. «Кукурузинка, ты куда собралась?» Я только что спаслась», – она ответила ему. «Спаслась для того, чтобы пойти путешествовать». Ты возьми меня с собой, а?» – взмолился вдруг уголек. Я тоже хочу». Она долго раздумывать не стала, ведь вдвоем-то веселее. Говорит: «Хорошо, пойдем». Пошли они, но не пройдя несколько шагов, вдруг слышат снова: «Куда вы собрались? Подождите!» Обернулись, а там, значит, стоит тростинка. И говорит: «Куда вы? Вы же друзья, правда?» Кукурузинка говорит: «Да, мы друзья, и мы собрались путешествовать». Тогда тростиночка говорит: «Возьмите меня с собой, пожалуйста, ведь иначе меня выметут, или еще хуже, просто выкинут в очаг, и я сгорю. Возьмите меня, пожалуйста». Они согласились, ведь втроем еще веселей. Ой, не знаю, сколько они шли, долго ли, но вдруг на их пути течет ручей. Журчит, веселый такой. И вдруг кукурузинка задумалась: а как же мы его перейдем? Уголек говорит: «Друзья мои, давайте мы пойдем вдоль реки, и мы обязательно там найдем мостик». Кукурузинка говорит: «Еще чего! Я не собираюсь искать никакой мостик. Я хочу перейти здесь и сейчас». Уголек говорит: «Ну как же так? А как мы перейдем?» Она говорит: «Я знаю как. Тростиночка ляжет с этого берега на тот, перекинется, мы по ней перейдем, а когда мы перейдем, мы просто ее вытянем к себе, и все». Все были в недоумении. Тростиночка, лишь бы чтобы ее кукурузинка не ругала, говорит: «Ладно, я согласна». Она перекинулась. Кукурузинка, она была легкая, красивая, перешла и говорит: «А ты, уголек, чего не переходишь? Иначе как струсил». Угольку стало это неприятно. Говорит: «Нет, я не струсил». Он говорит: «А, ты трус! Если бы я знала, что ты такой трус, я бы не взяла тебя в друзья, понимаешь?» Уголек начал сердиться. Он начал сердиться, и от этого он начал воспламеняться. Он хотел доказать ей, что он не трус. И он пошел. Он пошел по тростиночке. Не дойдя до середины, тростинка вспыхнула. Уголек упал, в воду зашипел, и его не стало. Увидев этот ужас, кукурузинка поняла, что она выбрала неправильный путь. Она поняла, что из-за этого она потеряла своих друзей. Она долго плакала. Не пошла она больше никуда. Не нужны ей были теперь ни путешествия, ничего. Она зарылась на том же месте. Весну сменило лето.
Лето сменила осень. Шли дожди, снега. Наступила весна. Пробился стебелек. Он рос все выше, выше и выше и стал таким высоким. На нем появилось несколько початков, но ни одна кукурузинка не забывала, как сложно им было пройти на этот берег. Вот так, дорогой наш юный зритель. Я надеюсь, сказка вам понравилась. И вы знаете цену дружбе. Если у вас есть верные друзья, то вы обязательно будете прислушиваться к их советам. На сегодня это все. До скорых встреч!